Дорогие друзья, в этом году наша страна отмечает 75-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это знаменательная дата для всей страны и для каждой семьи в нашей стране, в нашей республике и, конечно же, в нашем городе. Десятки миллионов людей были призваны на фронт, и многие из них, конечно же, погибли. 62 тысячи якутян были призваны на фронты Великой Отечественной войны, и 40 тысяч из них никогда не вернулись на свою родину. Вы знаете, что 24 якутянина удостоены высочайшей награды, высочайшего звания Героев Советского Союза. Тысячи якутян были награждены орденами и медалями за подвиг во время Великой Отечественной войны. Но особый вклад, конечно, который мы бы хотели с вами отметить, и я призываю вас к тому, чтобы вы приняли самое активное участие в увековечении памяти тех, кто работал в тылу. Эти люди, не жалея ни здоровья, ни собственных сил, никаких ресурсов, сделали все для того, чтобы отправить на фронт и продовольствие, и оружие, и обмундирование. И это наши с вами отцы, матери, бабушки, дедушки. Для ребят, школьников, конечно, это уже про дедушки и про бабушки. И вклад этих людей обязательно должен быть увековечен. Весной этого года ко мне обратились общественники, жители города Якутска с инициативой о том, что наш город достоин присвоения высочайшего звания «Город трудовой доблести». Вы знаете, что это почетное звание учреждено президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, и все необходимые архивные документы были собраны, переданы главе Республики Саха-Якутия нашему Илдархану Василию Сергеевичу Николаеву, затем поддержаны также и Государственным собранием Илтумен. Все эти документы готовы для отправки в Москву, для того, чтобы их мог рассмотреть президент нашей страны и принять решение о присвоении звания. Очень отрадно, что вы присоединяетесь к этому движению, желаете поддержать инициативу общественников. Очень важно, чтобы вы приняли тоже свое решение, чтобы вы понимали, насколько это важно, потому что именно, я подчеркиваю, что мы отдаем дань уважения тем людям, которые работали в годы Великой Отечественной войны в тылу. Тем более в Якутии, в самых суровых условиях, и не покладая рук. Я повторюсь, что это очень тяжелый труд, полный лишений, полный невзгод и просто физически тяжелый труд. Поэтому я думаю, что, конечно, они это заслужили. Большое вам спасибо за то, что вы присоединяетесь к этой акции. Всего вам самого доброго, благополучия в ваших семьях. Передавайте большой привет и поздравления вашим старшим. 75 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Победа над гитлеровской Германией якутянам досталась большой ценой. В Якутске нет дома и семьи, судьбах которых не оставила глубокий след эта война. Великая Отечественная война изменила привычное мирное течение жизни. Для населения всей страны главным стал лозунг «Все для фронта, все для победы». Не остался в стороне Якутск. Горожане от мала до велика вносили свой ценный вклад в дело победы. В годы войны особый упор делался на производительность местной промышленности. В Якутске были созданы алебастровые стекольные заводы, спичечная и макаронная фабрики, хлебзавод. Якутский промкомбинат начал производить мебель, бочкотару, рыболовные снасти. За годы войны увеличился объем местной и кооперативной промышленности. Местная промышленность удовлетворяла значительную долю потребностей населения. По линии Холбас началось сетевизальное производство. Было произведено более 3 миллионов кирпичей. Часть из них вывезена в другие области. В годы войны на новый виток развития вышла авиация. 9 октября 1941 года Государственный комитет обороны СССР принял постановление о строительстве воздушной трассы Красноярск-Якутск-Уэлькаль.
Менее чем за год на территории Якутии были построены хорошо оборудованные сухопутные аэродромы в Алекминске, Аймиконе, Хандаге, Алдане и Витиме. После того, как между СССР и США было принято соглашение о взаимных поставках по ленд-лизу, с октября 1942 года по этой трассе в нашу страну началась перегонка американских боевых и транспортных самолетов. Якутск стал центром перегоночной трассы. Большой вклад в строительство трассы внесло местное население Якутии. За время войны Советский Союз получил из США по этой трассе около 8 тысяч самолетов, внесших значительный вклад в Великую Победу. В годы войны воздушная трасса Аляска-Сибирь стала одной из самых надежных в мире и имела статус международный. В аэропорту Якутск нередко приземлялись самолеты, на которых летели высокопоставленные государственные деятели и дипломаты Советского Союза и США. К началу Великой Отечественной войны речной флот республики, сконцентрированный в основном в городе Якутске, имел 127 пароходов и более 500 барж. Рост тоннажа позволил почти полностью отказаться от самосплава и передать на тягу буксировку плотов флоту. В 1945 году в перевозках ленского пароходства местные грузы заняли не менее 80%. За годы войны значительно улучшилась материально-техническая база органов связи. В 1943 году в городе Якутске была запущена новая телефонная станция. Усилиями якутских связистов установлена в 25 районах республики радиосвязь. Открыты 25 новых почтовых учреждений. Война внесла свои коррективы в вопросы здравоохранения, образования и культуры. Ушедших учителей и медработников заменили пенсионеры или прошедшие краткосрочные курсы молодые девушки. Средств не хватало. Тогда на помощь пришла общественность. Принимала участие в заготовке топлива, ремонте школ, больниц, учреждений культуры. В 1945 году в городе работали педагогические и учительские институты и 14 техникумов. Вводится 10-летнее обязательное образование. В столице республики регулярно проводились выставки художников, конкурсы артистов, ставились пьесы, оперы на патриотические темы. Несмотря на трудности, некоторая часть талантливой молодежи обучалась в Москве и других городах Советского Союза. В 1943 году возобновил работу Институт языка и литературы. Продолжила исследовательскую работу Ленская историко-археологическая экспедиция под руководством Окладникова. Были изданы монографии Токарева, Ионовой, Башарина. Вклад в дело победы внесли школы города Якутска, с огромной отдачей работали учителя. Помимо новых предметов в школе, таких как военный всеобуч, сельское хозяйство, сама тематика уроков принимает военный уклон. Начинается усиленное изучение немецкого языка, особенно военных терминов, а на уроках алгебры теперь решали задачи о стрелках, снайперах, пулеметчиках. На химии уделяли особое внимание к коррозии металлов, ее большом вреде в условиях войны. На географии рассматривались вопросы распространенности партизанского движения, положение трудящихся в оккупированных странах. В Якутске имелась школа фабрично-заводского обучения, которая набирала юношей для подготовки плотников, бондарей, работников лесной и угольной промышленности. На всеобщем военном обучении юноши занимались спортом, практиковались в тактике и стрельбе, ходили на лыжах, метали бутылки с горючей смесью, готовились стать снайперами, саперами, пулеметчиками. Особое внимание в школах уделялось работе по ликвидации безграмотности. Особое значение приобрело воспитание детей в духе советского патриотизма. В период войны решительный поворот сделан к трудовому воспитанию учащихся. Они теперь в обязательном порядке привлекались к сельскохозяйственным работам. Многие школьники показали исключительно высокую производительность труда. Отдельные из них были награждены медалями за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Помимо исполнения учебных обязанностей, ученики начинают широкую общественную деятельность, направленную в помощь фронту. Они отправляют на фронт деньги, теплые вещи, продолжается сбор денежных средств на строительство танковых колонн, проводятся субботники, воскресники, сборы металлолома. На летних каникулах школьники работают в колхозах, на полях, заводах, фермах. Учителя и ученики школ города Якутска в годы Великой Отечественной войны, как и вся страна, вносили свой ценный вклад в дело победы. Всех объединяла единая великая надежда ожидания победы. Только сплотившись всем вместе, можно было пережить тяжелые времена, пронеся через них безоговорочную веру в победу.
Большое внимание уделялось укреплению молодежных коммунистических организаций, пионерских и комсомольских. Комсомольцы и пионеры Якутии оказывали большую помощь в укреплении сознательной дисциплины и развертывании культурно-массовой работы среди учащихся. В 1942-43 учебном году в республике насчитывалось 155 школьных комсомольских организаций. Большим авторитетом в те годы пользовалась команда Доры Золотаревой из школы номер 9 города Якутска. Особенно широко среди школьников было распространено тимуровское движение. Они помогали семьям фронтовиков и детским садам. В годы Великой Отечественной войны Дворец пионеров и школьников становится штабом интересных пионерских дел. 15 декабря 1942 года во Дворце пионеров состоялся первый якутский городской слет пионеров. По итогам работы слета было принято обращение ко всем пионерам Якутской республики, опубликованное в газете «Социалистическая Якутия». На него откликнулись пионеры и школьники многих районов республики. В начале 1943 года кружки при Дворце пионеров посещали 422 школьника. Устраивались кинопоказы, ставились концерты и спектакли. Выручка от платных спектаклей направлялась на помощь фронтовикам или нуждающимся детям. В этом же году во Дворце пионеров прошла первая республиканская выставка детского творчества. В период новогодних каникул Дворец пионеров предлагал юным горожанам богатую культурную программу. В мае 1944 года во Дворце пионеров прошла городская олимпиада детской художественной самодеятельности, в которой участвовало свыше 500 пионеров и школьников. Кружковцы совместно с пионерским активом города собирали и отправляли на фронт посылки, помогали семьям красноармейцев, шествовали над ранеными. Ныне потомки горожан особенно отмечают самоотверженный труд жителей города Якутска. Голод, холод, гибель на фронтах и в тылу своих близких легли тяжелым бременем на плечи жителей Якутска. Но на предприятиях, народно-хозяйственных предприятиях трудились женщины, старики, подростки. Они были застрельщиками всех патриотических начинаний и движений в республике. Жители города, школьники вносили из своих личных сбережений средства в фонд обороны деньгами и облигациями на строительство танковой колонны «Советская Якутия», эскадрильи самолетов, броневых катеров. Жители, горожане Якутска верили и знали, что они приближают День Победы, зная, что построенные на их средства танки и самолеты будут громить врага. Многомиллионные средства были перечислены в фонд обороны. Из скудного пайка самое последнее, что было у них, они отдавали фронту. Все для победы, все для фронта. Вот такой был лозунг. Действительно, горожане Якутска внесли достойный и значительный вклад в дело победы. И в этом отношении город Якутск достоин звания, почетное звание «Город трудовой доблести». «Тыл – это половина победы, даже больше», писал маршал Георгий Константинович Жуков. Рядом со старшими трудились и самые юные граждане Якутии, пионеры и школьники. Их самоотверженный труд – прекрасный пример для молодежи. Великая Отечественная война советского народа против фашистской Германии явилась для жителей города Якутска тяжелым испытанием. Горожане потеряли погибшими без вести пропавшими 9219 человек. В память о солдатах, которые были призваны на войну из города Якутска, близлежащих районов республики, 2 сентября 2015 года в Якутске был открыт мемориальный комплекс солдат Туймады.
Комплекс был построен за счет бюджета города Якутска, а также добровольных пожертвований жителей города, предприятий и организаций в благотворительный фонд «Победа-70». Жива память о самоотверженном труде жителей северной столицы, школьников, студентов, рабочих, служащих, учителей, сельских тружеников. Каждый житель Якутска внес трудовую лепту в помощь фронту. Мы, современное поколение якутян, помним, благодарим за доблестный трудовой подвиг во имя великой победы над фашизмом.